ровно 50 на градуснике. Сколько? 50 ровно на градуснике, минус 50. Ну, я сегодня с дома выехал, было 23, наверное, потом стало 20, ближе сюда, к деревне, 26, 27, 28. Ага. Ты 2... с Григоричем, да? Нет, я один, я что-то до него не дозвонился. Ну, один-то только осторожнее. Я все время один боюсь подскользнуться что-нибудь. Я не боюсь, но я всегда, когда один ходил, я сейчас, извини, я немножко где-то перебил тебя. Я раньше уходил в декабре в 11 часов вечера после работы, смену отстаю, и такси заказываю, до Вилюйского тракта у нас доезжаю, и в 50 градусов тащусь в землянку свою. Представляешь? Я все время боялся зимой, не дай бог, если упадешь, рука, нога, и просто замерзнешь, живой замерзнешь. Еще эти в Южной Якутии шатуны активизировались, там очень тепло стояло, и медведи проснулись, представляешь, что? Это, ну, Нерюнгри туда, и они рядом там шарашатся с городом, ну, их уже подстреляли, несколько особей проснулось, ходило. А Видишь, тут, какая опасно, да? да тут тоже хватает и волчьих следов. Вот сегодня еще ехал, волчьи следы были. Ну, волки, ладно, как-то я их не боялся. Я всегда шатуна боялся. Вот в тайге мы с Ольгой прожили почти 10 лет. Я все время никогда ей не говорил, а следы-то свежие постоянно, ну, это по весне. А зимних-то нету. Но если бы он пришел бы к нам, он разворотил бы избушку бы. Это вообще страшно. Ну, как? А берлоги рядом, там ребята ко мне приезжали на охоту, там свежие шкуры, освежеванные медведи, то есть совсем рядом со мной берлоги были. Вот. Ну ладно, дай бог тебе здоровья, все. Валентинам обоим привет, я их не видел, но постоянно по видео вы говорите с Григоричем. Твоя Валентина и у него тоже Валентина, да? Да, и у него Валентина, и у Саня Мазай, друг Сосногорска, тоже Валентина. Короче, все Валентины у нас. Ну, Ромке, само собой, передай привет. А Ромка остался, Ромка хотел со мной сегодня было приехать, а потом шабашка подвернулась, остался подработать, денег подзаработать. Ну ладно, Гена, всего тебе счастья, здоровья. В эфире, когда будешь, это самое, приветы. Я лайки, ставлю лайки, но пишу в конце уже эпопеи. Вот когда последний ролик посмотрю, там, допустим, 3 дня рыбалки, каждый раз я не пишу, просто лайки, а потом уже общий обзор, как бы, так интереснее, ничего? Да, Серега, ты свой голос в ролике услышишь, у меня запись идет, сейчас камера снимает в лесной избе, ты свой голос в ролике прям услышишь. Ну тогда Григоричу, тебе я пожелал, всем пожелал, Роном пожелал, всего прекрасного, Ромке пожелал, внукам здоровья, всем здоровья, всем благополучия, ну и удачи. Все, главное, да. Рыбацкого счастья, удачи. Спасибо, Серега, дай бог и вам всего хорошего. Отвлекаю тебя там, в тайге едешь, там уже... Не-не-не, я сейчас все стемнело у меня уже, я пообедал, одеваю фонарик, еду на речку. Ясно. В темноте с фонариком буду долбить. Ага, все, давайте, до свидания. Вот такой вот у меня друг с Якутии. Это самой Якутии он звонит мне, Серега Воробьев. Теперь ты уже смотришь себя на канале, в данном ролике, услышал сам свой голос. Так что все приветы, которые ты передавал, все услышали, не только Иван Григорьевич, я и наши Валентины, а вся наша дружная компания в количестве 20 200 человек. Огромное тебе, Серега, спасибо за звонок, огромное спасибо за приветы, за добрые пожелания. Ну а мы поехали. Покушали, пообедали, сил набрались и вперед. Живцов я сегодня уже не успею, потому что стемнело уже. Так что все делать придется под фонариком. Погнали. Так, ну вот, первым делом выдолбил мою ловушку, которую закидывал. Пришлось изрядно потрудиться. Лед вот, я не знаю, видно, не видно. Вот где-то вот так вот, сантиметров 40, грубо говоря. Промерз. Пришлось в 2 подхода. Так, ну что, смотрим. Удался ли наш эксперимент, не удался. Кинул вот такую вот ловушку
Так, что мы видим? Походу, нет, что-то есть. Что-то там блеснуло. О! Два подъязка. Два подъязка и все. Ни одного ерша. Ни одного окуня, ни одного ерша. Вот такие вот два подъязка. Ну да. Не для язей сюда я кидал. Вон язь один. На консерву самое то. Язь второй. Так, ну что. Ладно. Не будем останавливаться на достигнутом. Эксперименты продолжаются. Мы закинем вот эти ловушки, которые там мальков не ловили. Попробуем здесь. Может, сюда ёрш зайдет. Ёрш здесь есть, окунь есть. Но почему-то вот сюда они не захотели зайти. Сейчас кинем макуху сюда. Положу мешочек, вот такой кубик макухи. И один кубик напополам разделю и закину две тридцатки. Тоже сюда закину. Посмотрим, попадет, что не попадет. Так, и пусть еще половят. Но язи прикормку все обсосали, скажем так. Такая вот у меня прикормка здесь была. Пшеничная каша. Ну, все такое. Сейчас посмотрим, что улетит на макуху. Так. Макуха раз. Так, ну ладно. В общем, друзья, вы поняли, да? Живца я не поймал. Поймал два язя. Уже с уловом, но не с тем, который я хотел. Ладно. В общем, закидываю и поедем проверять палки. Посмотрим, что нам скажут палки. Сколько успею, пока не устану. Часиков до 9, до 10. Я так рассчитываю, что поработаю. Сейчас уже время у нас 4 часа. Ну, вот как раз 4 часа, 5 часов поработаю до 9 и в избу. Встречаемся на палках. Ну, вот приготовил первую палку. И судя по тому, как она промерзла, засыпали мы ее, не засыпали. Замерзла так. Вот была наледь, походу, вода. И промерзло все до основания. Не то, что вот лунка, лед сверху. А какой основной лед? Сантиметров 40, наверное, блин. Так и лунка промерзла, вон. Так что поработать придется нам капитально. Так, ну что, первая палка. Смотрим, наблюдаем, верим, надеемся, ждем. Первый крючок пустой. И второй живой налимчик. И вот один еще уснувший. Крупного налима не было. Был бы крупный, он бы того живца бы взял. Так, а этот у нас, ага, жабры белые. Жабры белые. Пойдешь на корм братьям нашим меньшим. Пахнуть еще не пахнет, но жабры белые уже. Видишь, крючок заглотил глубоко. Тебя тоже будет кому кушать. Как-то вот так. Но крупного вон, сколько он болтался, 10 дней получается. Крупный так и не взял его. Значит, крупный здесь не проплывал. А с первого крючка я не знаю, что здесь было. Кто-то что-то утащил. Так, а здесь у нас 5 продольников, которые я буквально, ну, перед отъездом поменял.
раз проверили и все. Там ничего не было. По большому счету, сейчас 10 дней они ловили. Тут живцы крупные. Так что есть огромная надежда. Место новое. Или здесь. Если здесь нет, значит и нигде нет. Я так думаю. Давайте попробуем что-нибудь поймать. Так. Первый крючок пустой. Вроде бы как небольшая натяжка есть, но это не факт. Второй крючок пустой. Радует. Я не расстраиваюсь, что крючки пустые. Радует то, что тухляка нет. Третий крючок. Малек. Четвертый малек. Нету, никого нету. Если есть, то что-то небольшое только. Небольшая вроде бы натяжка есть в конце там. Или маленький налимчик, или что-то я не пойму. Пусто, пусто. Пусто. Вон тут что-то было, закрутило, сошло. Тут обсосанный малек, вон. Видно, что кто-то жевал его. Продольник. Нету. Вон вода сколько упала. Полметра за 10 дней, грубо говоря. И течение здесь. Ой, посмотрим, есть ли рыба на течении. Живцы были здесь вроде бы крупные. Так что надежда на налима есть. Если налим здесь проплывал. Но натяжки нет. Натяжки нет. А нет. Крупные живцы были на другом продольнике. Здесь... А нет, вон тоже ёрш был. И никто ерша не съел. Живцы целые все. Получается, что, рыбы здесь нет? Получается так. Значит, я с местом не угадал. Ёшкин кот. Так, а здесь у нас продольничек. Стоит продольничек. Ой. Или как некоторые говорят, перемет. Но для наших краев он не перемет, а продольник. Не будем менять название. Пусть кто как его называет. Но мы его как называли, так и будем называть. И наш продольник куда-то зацепился. Так. И куда он у нас зацепился? Или это что? Или это натяжка такая мощная? Или где-то в шугу? Что-то я не пойму. Так. Оп. Что-то ушло. Это живец, ёрш, наверное, ушел. Что-то блеснуло. Что-то дохло идет, ага. Еще один труп. Еще один трупец. Вон песок здесь. Песочек. Помоемся. Грамм на 350-400 где-то налимчик. Тоже кошачий корм. Собачий. Ничего не удивительно за 10 дней-то. О, жабры красные еще, но побелел. Так что пойдешь к коту на корм. И все. И больше ничегошеньки. Ну и на том спасибо. Так, а здесь у нас продольник. Сейчас мы посмотрим, что нам Петр Павел дал. Дал он нам трофейного налима или не дал. Натяжка вроде бы есть. Так, на всякий случай крючок приготовим. Насаживал я здесь
ершами. Так. Вот такими вот ершами. И что-то ерш до сих пор... О, скручено все. Что-то там есть. И походу дохлые. Вон какие живцы у меня были. Ерши, окуни. Что-то скрутило весь продольник. По-любому, наверное, там трупак крутится. Вон. Весь продольник скрученный. Накрученный, накрученный. Или это окунь крутил? Ну, какая-то натяжечка есть небольшая. Вон, еще окунь. Никого, никого, никого здесь не было. Нету налима. Нету. Вон одни ерши, окуни и прочая хрень. Вон какие живцы крупные были. Ерши, окуни. И никто не соизволил их даже сорвать. Не то что уже... Вон какой окунь здоровенный. Вот они и крутят, наверное, там по течению, блин. А нет, вон кто крутит, козлина, блин. Вот кто крутит. Мелочь пузатая. А! Тебе уже не жить, так что полезай в кузовок. Он все скрутил, блин, за 10 дней-то, блин. Ладно. Будем распутывать. Так, друзья. В общем, такой расклад. Проверил я те 5 продольников, которые 5 палок новые переставил. И пошел поднимать, думаю, независимо от результата, даже толком не откапываю. Буквально небольшую луночку, лишь только бы палка влезла и все. Ну вот, дошел до крайней палки. Вот здесь на внутренней стороне крайняя палка. Начал подтягивать. И у меня такой мощный удар. Я не знаю, кто там, но что-то дернуло. Или это налим, или что, я не знаю. Ну, какая-то рыба там была. Отдалбливаю теперь полностью все лунку, чтобы пролезла. Потому что морозами за 10 дней сковало так, что в общем, вот так вот где-то сантиметров 40 глубина, толщина льда. А тут вот что-то интересное. Он маленький налим вышел. Скорее всего, это живец. Он оторванный живец. А на него попал, скорее всего, крупный налим. Потому что я начал через маленькую дырочку поднимать. Показался вот этот маленький налимчик на леске. И сразу же последовал удар. А лунка была маленькая. Так что дай бог, чтобы он остался. Приготовим крючок, потому что я не знаю, какие там размеры. Ну, с Богом. Так, небольшое волнение есть. Смотрим. Опа, он дергает. Дергает, хорошо. Опа, вот он Янцикадан. Не зря я все-таки оставлял эти палки. Не зря. Крючком даже не попал. И попал он вот на маленького налимчика, что я оставлял. Вот, маленький налимчик был, болтался здесь. Я его вот не убрал. На самый последний крючок, на самый маленький. О, значит, был мой красавчик, мой вот хороший. Вот такой вот налимяка. Ну, килограмм
на 4,5 по-любому есть. Енцекаден, я вам ничего не говорил, но Генке я пообещал. Папа едет на рыбалку, чтобы к твоему дню рождения поймать большого налима, чтобы на стол можно было приготовить, пожарить и все такое. И вот он наконец-то, Енцекаден. Желто-зеленый такой светлый налим, красивый. Вот. Дал нам рыбный бог все-таки налима. И это здорово, Енцекаден. Вот такой вот налимяка. Вот такой вот налимяка. Ура, ура, ура. Так что Генчику на день рождения приеду я не с пустыми руками. 7 января у сына день рождения. 9 лет пацану. Все-таки папа поймал налима. Не зря, а то я все поднимаю палки, думаю, независимо от результата. Но это я тоже подниму, конечно. Потому что все, здесь уже рыбалка закончена. На контрольку оставил вот там вот 5 палок продольничками. Ну, кто как называет продольники, перемет. А эти я уже все без разговора поднимаю все. Будем закругляться. Вот напоследок. Красавчик. Красавец, Енцекаден. Я еще крючком хотел, крючок не попал, ну ладно. Хорошо, то, что хорошо кончается. Ой-ой-ой, я, наверное, тебе сделал больно. Как говорят, не бей по голове, срать будут, где попало. Так, куда он нам попал? Вон. Видел Андрюха, земляк мой, Андрей Вездеход Коми канал. Так он, ладно бы щуку налима отцепляет вот этими, как его, зевник, пинцет. Он, Андрюха, заглотил налим. Зачем его зевником ковырять? У него жабры, вон, с этой стороны жабры подходишь и смотришь, где у тебя находится крючок. Крючок находится вот он где. И все. С этой стороны отцепил и туда просто направляешь, и он сам выходит. Все просто, и не надо никаких зевников и тут и тому подобное. Вот он красавец. Здорово, здорово. Вон как раз длиннее корыта даже. Хожу с карабином, потому что везде волчьи следы свежаком. Он от греха подальше. Так, ну вот. Начало есть. Уже хорошо. Уже замечательно. А у меня еще есть палки. Так что, может быть, еще что-то будет. Основную часть я, конечно, подниму. А там будет видно. Может, поднялся ветер. Мало того, что холодно, еще ветер, руки коченеют. А я оставил тряпки дома, без тряпок. Так что вытираем руки об бушлат. Дома потом постираем. А то сырые рукавицы, если будут, тоже плохо. Ну вот. Я уже спокоен. Даже если за 2 дня больше ничего не поймаю, мне больше ничего не надо. Вон, одного здоровяка вытащил, и это здорово. Не зря, значит, оставляли палки. Я уж хотел было в прошлый раз здесь поднимать. Но думаю, ладно, где там налимчик, где там окунь живой был. Думаю, пусть болтаются. И вот, доболтался. Фу. Вот это лед, я понимаю. Когда я ставил, лед был до сюда. Это считай, вода упала около почти метр. Вода упала. И сейчас лед. Вот я такую колодец выдалбливал. Сантиметров 50, наверное, даже местами. 40-50 сантиметров. Было 2 льда. Морозами все соединилось. Я вот маленькую лунку делаю, чтобы лишнего не долбить. Смотрю, не дергает, нет.
И все, поднимаю так. Он живец, живец живой. Ты свою роль выполнил, ну отлично. Вот теперь мы тебя отпускаем. О, теперь он, ушел. Теперь он 100% точно выживет, потому что, видать, жабры были не повреждены. А то, что вот дырка у него на спине, это зарастет и будет шрам. Интересно потом поймать налима со шрамом на спине. Он свою миссию выполнил, крупного налима здесь не было. Все, поднимаем палки. На этом участке останется только 5 продольников. 5 продольников и там 2 палки. 7 палок останется и все. Будет как индикатор. Не то чтобы индикатор, а посмотрим. Если завтра там ничего не будет, и послезавтра, возможно, послезавтра я подниму все. И на этом закроем рыбалку на этом участке. Не будем заниматься другой рыбалкой. Так, это пока пусть болтается, завтра соберу. Я уже доволен, то, что у меня вот этот налим попался сегодня. Я просто рад. Я понимаю, рыбалка на хариуса интереснее намного, но такого налима на удочку не поймаешь. Так что, чтобы поймать у нас на Печоре такого налима, надо немало поработать. Так, друзья, у нас еще одно попадание. Поднимаю палку. Ну, маленькую дырочку, что-то не влезло. Опять тук-тук-тук-тук. Опять что-то дернуло. Вот такой вот лед. Вон. Сильно не расширяюсь. Лишь бы палка влезла и все. Если дергает, отдалбливаю. Вон за целый день только второе попадание. Не знаю, влезет, не влезет. Сейчас посмотрим. В прошлый раз крючок попал в жабру. Он, получается, налима проглотил и хотел выпустить через жабры. И застрял маленький крючок. Чудом, получается, не сорвался. Посмотрим. Посмотрим, что здесь. Дай бог, чтобы пролез. Крючок возьмем на всякий случай. Хотя от него толку-то. Ну, пусть будет. Если уйдет в лунки, хоть есть какой-то шанс. Ну, давай. Так. Так, так, так. Так, так. Так, так. Так, вот он. Вот он. Не крупный, но все равно приятный. Главное, живой. Килограммовик по-любому есть. Тот, если был желто-зеленый, этот какой-то голубоватого аж оттенком. Зелено-голубоватый такой. Худой, но он килограммовик есть по-любому. Ну вот, Янца, когда... Так. Уже веселее. О, попал на двойник и по-любому тоже на налимчика мелкого. Потому что двойники у меня все были в основном на мелких налимов. Тоже отцепляем через жабры. Не нужны нам никакие зевники. Вон, раз. И все, и обратно.
Просовываем. Одинарный вообще легко отцеплять. Тройник тяжелее. Двойник сложно, но можно. Ну вот. Янцикадан. Уже хорошо. А то вообще настроение нулевое было. Теперь хоть пой. Теперь хоть танцуй. Круто. Значит, все не зря. Ну что, подводим итоги. Результаты сегодняшней рыбалки, сегодняшнего дня. Вот такие вот два налима. Один где-то килограммовик, длина есть, но худой, прогонистый. И вот такой красавец, килограмма на 4,5, на 5, наверное. На 4700 где-то, я скажу. Всем приятного аппетита, кто за столом. Ну а кто просто смотрит, доброго вечера. Если вы, конечно, вечером смотрите у меня. Вечер сегодня действительно добрый. Наконец-то я в избе. Наконец-то в тепле. Задачу минимум я выполнил. Где-то 1/3 палок отдолбил. Значит, завтра, послезавтра отдолблю остальное. Отдолбил самый трудный участок с самым толстым льдом, которое промерзло просто насквозь. Остальные, я думаю, может чуток меньше будет. Ну, досталось мне сегодня подолбить. Да и день сегодня получается одно, другое, третье. Поздно выехал. Считай, выехал уже по темноте. С 3 до 9 поработал, пока приехал, то все нормально. Устал, очень сильно устал, хотя и работал по большому счету где-то часиков 5, ну 5,5 где-то. Ну надолбился я сегодня. Да, нелюбимый праздник уже позади, впереди Новый год. Что он принесет? Да что он принесет? Принесет он то, чего ты сам желаешь, как живешь, к чему стремишься, то он и принесет. Если человек стремится к чему-нибудь, то он рано или поздно получит. Если человек просто опустил руки и ни к чему не стремится, то, естественно, в руки само оно не приползет никогда. Всегда надо иметь цель и всегда любой ценой пытаться достичь этой цели, во что бы то ни стало. Упрямство — это, я считаю, хорошая черта характера. Чего-чего, а упрямства мне хватает. Даже сейчас как бы вот не те силы уже, то, что было раньше, но я упрямо все равно вот делаю то, что задумал. Вот. Ну что, не будем сегодня затягивать вечер. Поужинаю и отдыхать. Я сегодня рано встал, мало спал, устал. Отдохнем. Завтра с утра поработаем. Попробую, конечно, я на удочку, но недолго, потому что в первую очередь надо отдолбить палки. Больше всех боюсь, если там что-то было большое, трофейный налим, и он портится. Пока все нормально. 2 налима попало, они были все живы. И скоро середина января, пора уже заниматься другой рыбалкой. Это рыбалка по хариусу на удочку. Как говорится, будет день, будет пища. До завтра, друзья. День прошел. Нормально, я считаю. Планы, то, что я построил, все-таки. Правда, я планировал проверить хотя бы половину, но 3-ю часть проверил, и то хорошо отдолбил. До завтра. Спокойной ночи.